В этом доме в 1951 году открылся первый филиал главного якутского музея – Дом-музей «Якутская ссылка». В этом году филиалу исполнилось 65 лет, а сам дом построен в 1880 году Федотом Романовым. Известный строитель, домовладелец доходных домов, родился в 1859 году. В молодые годы перебрался в город, выучился строительному делу и стал мастером, известным во всем городе, а вскоре и домовладельцем нескольких домов, которые сдавал в нашем Якутске, в том числе и знаменитую Романовку. Здесь проживали полицейные, самый известный среди них Василий Приютов. Василий Петрович был мещанином, родился в 1866 году. Состоял в народновольческой организации, за что и был сослан в Якутскую область. Сегодня всех гостей приветствуем на торжественном мероприятии, посвященному Дню музея. Специально для вас 5 класс средней школы номер 26 города Якутска представляет историческую реконструкцию о первом синематографе Якутии Василием Приютовым. Представьте событие, которое произошло более 100 лет назад. Государь-император, по всеподданнейшему докладу господина министра юстиции, обстоятельств дела по обвинению Василия Приютова в государственном преступлении 18 день ноября 1897 года высочайший повелитель соизволил разрешить означенное дело административным порядком с тем, чтобы подвергнуть Приютова заключению в тюрьму на 2 года и затем выставить под гласный надзор полиции в Восточную Сибирь на 8 лет. Срок тюремного заключения Приютова отбыл 25 июня 1898 года. Выставлен в распоряжение якутского военного генерал-губернатора и назначен в Якутскую область для утворения в Кулымский округ. Срок надзора считается с 25 июня 1898 года. Доставлен в город Якутск 22 января 1899. Я Василий Приютов, мещанин из города Акерман. Я чувствую себя больным. Я имею настоятельную должность лечиться. Назначенный в город Колымск, где отсутствует всякая медицина. Я покорнейше прошу ваше превосходительство о распоряжении об освидетельствовании меня и о разрешении мне остаться в городе Якутске. Прощение сына Приюта было удовлетворено, и освидетельствование врача пошатало его слабое здоровье для оставления Приюта в Якутске. По распоряжению его превосходительства Василия Приютова определить на житье в дом купца Федота Романова. Я, Федот Романов, якутский купец, согласен на проживание в моем доходном доме. Чем Василий Приютов будет оплачивать проживание в моем доме? Я профессиональный фотограф, умею изготавливать прекрасные снимки, а также владею портняжным ремеслом. Хорошо, вас будет обслуживать 3 моих людей: повар, дворник и истопник. За это вы будете кормить и одевать. Прошу в дом. В ссылке Приютов примкнул к СССР. Особенно сдружился с врачом Михаилом Сабунаевым, Павлом Олениным, консерватором музея. После устройства ими митингов в Якутске в 1906 году был осужден по делу о вторжении в городскую думу на несколько месяцев. В доме жили политически сильные, они люди грамотные и интересные. Много интересного можно узнать. Для моего строительного дела полезно дружить с разными людьми. И моя жена Екатерина Семеновна мне в этом очень помогает. Наша семья дружная с Пелагеей Лозяновой. Я помогаю ей с детьми. Очень трудно молодой женщине остаться одной с 2 детьми. Приятно познакомиться с мастером
фотографии. Мой покойный муж тоже занимался фотографией в нашем семейном фотоателье. И мне очень приятно познакомиться. В 1903 году Василий Приютов женился на вдове Полигее Петровне Лозяновой. В 1913 году Василий Приютов открыл в собственном доме первый синематограф, куда гости и горожане будут приходить с большим удовольствием. Внимание! Особенно выгодно от своих коллег-фотографов отличались групповые снимки Приютова, который, как профессионал, обладал удивительно тонким пониманием компоновки многофигурных групп. В 1913 году Василий Приютов в собственном доме открыл первый синематограф, куда горожане и гости столицы будут приходить с большим удовольствием. Дорогие гости, мы рады приветствовать вас в нашем семейном фотоателье, который находится на улице Большой. Сегодня особый день открытия первого синематографа в Якутии. В нашем зале много мест, 200 зрительных мест, мест всем хватит. Для вас я постарался осветить электрическим светом. Это большая новинка для нашего города. Специально для вас я пригласил артистов, которые будут для вас выступать. И этот день вам запомнится навсегда. Перед сеансами играл оркестр. Систематически устраивал благотворительные сеансы. Так, 4 декабря 1915 года сбор от киносеансов в сумме 96 рублей 84 копейки. Приютов пожертвовал родительскому комитету женской гимназии для оказания материальной помощи малоимущим ученицам на оплату учебы и покупку теплых вещей. А это наш дружный класс.